Всем добрый вечер, друзья. Меня зовут Саша, я аспирант, филолог. И вот какими мыслями я хочу сегодня с вами поделиться. Мне кажется, что мы, жители Коми, совсем забыли, кто мы есть на самом деле. Мы живем в национальной республике, но мало что о ней знаем. Когда приезжие спрашивают, что же такое Республика Коми, мы с трудом, наверное, вспоминаем олимпийскую чемпионку Сметанину, Воркуту, нашу столицу мира, то, что у нас есть леса, и то, что у нас говорят на Коми. Когда нас просят сказать что-нибудь по Коми, получается что-то вроде «Жиль-жоль», «Марья-моль», «Пукщи да вакщи». Я сама отношусь к таким людям, и мне стыдно. Потому что, по-видимому, именно такие персонажи, как я, возрождают нашу национальную самобытность. И получается это очень иногда нелепо, с разными несуразицами. Подтолкнуло меня на эту мысль, вы не поверите, языкознание, то есть многомерное всестороннее изучение слова. Моя область — это когнитивная лингвистика. Это наука, которая изучает то, как наш мозг познает окружающую действительность. Я сейчас вас всех удивлю, у вас у каждого в голове концепты, не мысли. Мысли — это слово для плебеев. У вас в голове концепты, мы мыслим концептами. Это такие абстрактные мыслительные единицы. Их никак нельзя потрогать, пощупать, но их можно выразить с помощью слова. То есть человек, имея в голове понятие, концепт, выражает его с помощью слова. Ученый, наоборот, чтобы понять концепт, изучает слова. Чтобы было понятнее, давайте обратимся к примеру и определим концепт вот для такого объекта, вот этого. В русском языке он выражается словом «чебурашка». Вероятно, в любом языке он имеет языковое выражение в слове «чебурашка». Что мы о нем знаем? Это мохнатый, маленький, бурый зверек с большими ушами. Вот, в принципе, его первичная характеристика, которая вполне сойдет для толкового словаря, но для концепта маловато будет. Что мы еще о нем знаем? У чебурашки есть создатель, это вот Эдуард Успенский. У чебурашки есть свое жилище. Вы помните, он жил в телефонной будке и в коробке из-под апельсинов. У чебурашки есть лучший друг, крокодил, Геннадий. Также объем концепта часто выявляется с помощью метода ассоциации. Например, «Чебурашка» для кого-то это союз-мультфильм, потому что именно благодаря этой киностудии зверек стал популярен. Вероятно, для иностранцев «Чебурашка» это сувенир. Наверное, это символ России. А коль это символ, то он может, в принципе, использоваться в качестве талисмана, что и сделала наша сборная в 2006 году. Также в объем концепта входит то, как мы относимся в данном случае к Чебурашке. Вы можете его любить как доброго, положительного персонажа. Он может вас пугать своими странными пропорциями. А может быть, он вызывает у вас грусть, потому что, когда вам было 6 лет, у вас незнакомый мальчишка отобрал игрушку в виде Чебурашки. В общем, все, что есть у вас в голове, и что накопило человечество по поводу Чебурашки, это и есть концепт Чебурашки. К чему я это все говорю? Поскольку за каждым словом стоит концепт, то каждое слово несет с собой огромнейший багаж знаний, особенно культурных. Самыми древними текстами, которые отражают культуру народа, являются мифы. И по своей научной работе мне пришлось почитать мифы народа Коми, хоть я и не фольклорист, и посмотреть, как они отражаются в современной прессе. И знаете, изучая мифы народа Коми, я сделала для себя очень такой серьезный, весомый научный вывод, что Коми-мифы — это жесть. Серьезно, там одни интриги, обманы, кровищи и все такое. Вы можете не согласиться, вспомнив красивую историю про первого богатыря и Зары, которые отстаивали право на свою любовь. Но, знаете, это, пожалуй, единственный счастливый миф. И, знаете, он сродни тем сказкам про единорогов, которые радугу производят. В основном все это страшилки. Я приведу пример. Жил на Верхней Вычегде колдун, звали его Тюве. Был он что-то вроде экстрасенса, умел телепортироваться, воду заговаривать, от него крысы бежали. И вот однажды он почувствовал, что пришел его последний день. Подходит к жене, говорит: «Слышь, мать, сегодня мой последний день».
Я когда умру, ты со мной в одном доме не ночуй, со мной с покойником, не то я за тобой гоняться начну. Что ты, в принципе, да? Но жена не послушалась, и вот что произошло. Я цитирую официальный источник, энциклопедию уральских мифологий. Тут просто не отнять, не прибавить. В полночь у Тювы упала на пол нога. Жена решила, что она плохо уложила покойника, слезла с печи и поправила ногу, но она упала вновь. Тюва ожил и стал гоняться за женой. Они долго бегали по лавкам. Наконец Тюва настиг свою жену, успел отгрызть ей ухо, но закричал петух, и его время кончилось. Похоронили Тюву лицом вниз, чтобы он вгрызался внутрь земли, а не наружу. Ну как, страшно, да, в принципе? И вы думаете, все эти страшилки остались в древности, да? Ха, скажу вам я. Я уже говорила, анализирую современную прессу и нашла название парикмахерской. Мича Райда, то есть в переводе красавица Райда. Начала копаться в концепте Райда. Так у Коми называют очень-очень красивых девушек. Также у этого имени есть литературный источник, это поэма Калистрата Жакова «Биармия». Там Райда — это девушка неземной красоты, которая живет в чудесной, богатой стране. Но, вроде пока все понятно и логично, да? Мол, для названия парикмахерской приходи к нам, пострижешься, будешь красивая, как Райда. Но у этой поэмы есть свой еще один первый источник, и это Коми-легенда. И там тоже фигурирует Райда, но ее похищает и убивает зверюга Ягморт, здоровенная горилла, Коми — снежный человек. Вот понимаете, да? И кто-то не знает эту легенду, а я-то в курсе. И когда мне говорят Мича Райда, парикмахерская, вот я понимаю, что речь идет о красоте, но ягмортовский осадок-то остается. И для меня Райда — это убиенная жертва. И я не думаю, что маркетологи при подборе названия для парикмахерской преследовали именно эту цель. Ну, ладно, Райда, у нее есть хоть какой-то позитив. Но есть совершенно какие-то бесполезные персонажи, имена которых мы увековечиваем в названиях деревень, городов. В Мадже жил такой легендарный герой Юрка. Был он славным малым, очень сильным и прожорливым. В день съедал по одной корове. Скоро своя скотина у него закончилась, он перешел на соседскую. Бывало, идет такой Юрка по лесу с пестерем за плечами. Подходит к нему кто-нибудь из местных и спрашивает: «Юрка, что несешь в пестере?» «Грибы», — говорит, несу. А у самого из пестеря кровище капает, потому что там корова, которую он только что с соседского огорода стырил. Ну, день-два. Надоело местным такое поведение Юрки. Что они сделали? Опоили его пивом, Юрку, и утопили. И все это по настоянию Юркиного крестного. Ну, правда, потом всем стало стыдно, и они наварили на всех каши и всем раздали по ложке, чтобы грех разделить поровну, а в честь Юрки назвали озеро. И вот, понимаете, с такими легендами, с такими символами территории мы хотим развивать въездной туризм. Я уже просто представляю, как в Маджу, где Юрка-ты находится, приезжает группа иностранцев, и экскурсовод такой говорит: «Дорогие друзья, этнографическая часть нашей экспедиции подошла к концу. После полудня вас ждет свободное времяпрепровождение, вы можете искупаться в Юрка-ты. Кстати, именно в этом озере местные утопили своего соседа за обжорство. А теперь пройдемте на обед». Ну, наверное, можно понять, почему озеро назвали в честь Юрки, чтобы люди помнили о своем грехе, и чтобы этот самосуд больше никогда не повторился. Но есть еще один бренд территорий, так скажем, который не дает мне покоя. Вспомните такую фразу «Краткерос, родина Картайки». Картайка — персонаж коми-легенды, кузнец, переводится как «железный человек», ну, Iron Man, короче говоря. И это действительно символ Краткероса. У села есть свой фестиваль кузнечного дела имени Картайки. Местный молокозавод хотел писать на своей продукции молоко от Картайки или кефир от Картайки. Вот скажите честно, вы бы стали с удовольствием пить молоко с родины человека, делом жизни которого было
натянуть цепь поперек вычета, чтобы купеческие корабли проехать не смогли, и ограбить их. Ну, молоко, детский продукт, да? Ну как так? Мама, мама, я не хочу пить это молоко. Ты что, сынок? Это молоко с родины Картайки, человека, которого ограбил 300 кораблей. Ты что, хочешь оскорбить наше национальное чувство? И седой ребенок давится, но пьет. Это безусловно хорошо, что у Краткероса есть своя история, легенда, вот своя изюминка. Но мне так кажется, не надо, выпячивая одну сторону, забывать о другой. Да, Картайка был первоклассным кузнецом, но своим мастерством он ни с кем не делился. Уже сказала, грабил корабли и, по легенде, был антагонистом христианского святого Стефана Пермского. И вот так получается у нас в современной жизни, что мы возрождаем коми-мифы как-то очень частично. То есть берем с верхов, а до сути докопаться некогда или невыгодно. А ведь с культурой народа и с тем, как она выражается в слове, нужно быть очень аккуратными и деликатными, потому что придет какой-нибудь лингвист, да, и докопается до всего. И в конце я как филолог хотела бы перефразировать высказывание известного киногероя Форреста Гампа. Друзья, слово, оно как коробка шоколадных конфет. Никогда не знаешь, что окажется внутри.